Стартанул. Все, вижу, что стартанул. Вітаю усіх у нас на канале «Осторожно, вирус», он же Асинт Феникс. Меня зовут Кондратенко Виталий. Сегодня у нас в гостях будет Сергей Петрухин. Сейчас он к нам подключится, вы его увидите. Сергей, ты нас слышишь? Ну, конечно, Может конечно. подключаться. Я, конечно. Слухай, я просто хотел, давай ты еще скажи пару слов, я себе на Facebook закину ссылку, окей? Окей, хорошо, без вопросов. Итак, сегодня я эфир назвал, что разговор, которого боялись, это боялись не мы с Сергеем Петрухиным, боятся наша псевдооппозиция. Соответственно, я за Сергеем Петрухиным наблюдаю с того момента, когда он вышел из тюрьмы и в тот момент начал, скажем так, выступать у себя на канале. А, В свое время, вот, Сергей, да, то есть вот ты как раз там сейчас присоединился, да, то есть как ты только вышел из тюрьмы, я тебе написал, если ты помнишь, в стриме, который ты вел вместе с Кабановым, да, то есть вот ты тогда Да, сказал, и я что памятаю. ты тогда сказал, что я с тобой свяжусь, но после этого, когда я с тобой связался, ну, на тот момент произошел маленький инцидент. Ну, как бы мы не ругались, но все равно само по себе, то есть ты не был на тот момент готов разговаривать. Вот мне просто интересно, или я хочу, чтобы зрители услышали, то есть вот как ведется пропаганда против неугодных со стороны, ну, ты там присутствовал, да, то есть как тебя пытались обработать, чтобы не общаться с теми, кто не выгоден офису Светланы Тихановской. Можешь об этом рассказать? Ну, ты так слишком много накидаў слоў. Просто, ну, калі коротко, я могу табе адказаць на гэтае пытанне. Да, мяне апекаваў Кабанаў. Вось, ён сказаў, што вірус, ён этот таксічны, ён токсік, ён як бы нічога, ну, как правильно сказаць? Карацей, што ты шкодник, карацей, что тебе там не подобается, что ты топишь против повестки, типа тебе не трэба з ім размаўляць. Короче, э, в общем, что-то вроде как, э, ведаешь, как вот у Лукашенко, да, вот типа, он типа не ў парадку, не надо на него звяртаць увагу. Ось. Ну і я, ведаеш, я табе скажу, что я просто тады, калі прыехаў з Беларусі, я быў, табе гэтага не перадаць. Пасля турмы, да, я год пражыў у Беларусі, я сидзеў, закінуў все глядзець. Я ж спачатку думаў, што будзе наступ, что там они придут, и мы победим, и мы возьмем, там пойдем с украинцами. А когда Кабанчук выступал и говорил, пол Калиновского войдет, ну знаешь, а потом этот наступ завалился, я просто ходил на пивзавод, грузил там эту тару, подметал двор и вообще перестал глядзець навіны. Потом, калі я прыехал у Польшу, Кабанов сказал, чувак, зараз падымем канал з кален, все зробім, вось, ставь интернет самый дарагі за 84 златукі на месяц, да, будем стрыміць, тут порвем эфиры. Вось, і потым я гляжу, что мы нічога не робім, такое нешта вообще. Какие-то у него, ведаеш, як табе сказаць, карацей, повесткі няма, нічога няма. І калі чалавек прыязджае у такую сітуацыю, как я, да, ну я думаю, ну Кабанов, я ж заўсёды думаў і зараз думаю, ну, пра яго уже крышачку не так добра, як раней, што ён раней быў цалкам прыстойным чалавекам, і я давяраў яго, ну, меркаванню. І калі ён мне сказаў, што вірус гэта ну, нешта недобрае, ну, я думаю, ну да, ты ж тут жывеш, ты ў гэтай павестцы, да. І як табе Мгм. сказаць, калі вось я вельмі добра зараз разумею гэтых хлопцаў, якія вярнуліся, якіх выкінулі з краіны, што яны пачынаюць нешта рабіць, да, яны распавядаюць свае гісторыі, которые уже рассказываюць 5 лет, а яны не понимают, не разумеюць, што, як і я не разумеў, што гэта ўжо не актуал. То бок шмат каго людзей таксама катавалі не горш за тых, хто зараз прыйшоў, яны гэта ўжо распавялі.
Вось. А СМИ так себе поводят, типа: да-да-да, давай рассказывай, накидывай на Лукашенку там. И как и вот от меня вот хотели, да, что типа, ну, я-то не за Лукашенку, зразумела, но я-то зараз-то я добра ну, разумею, што э, здзейсняецца ў гэтай коле, ну, дэмсілаў. І я вельмі задаволены, што у нейкі момант я чытаў, глядзеў і цябе глядзеў шмат, і глядзеў каналы, глядзеў фактуру, да, которая там была. Это ж былі скрыны, то бок это не то, што я табе казаў, што мне не вельмі падабаецца твой стайл, да, ну калі ты грубіш, але гэта не умаляе таго, што ёсць фактура, понимаешь. Можна чалавека не слухаць, а глядзець факты, ну напрыклад, да, а факты рэч упартая. Ну да, в действительности я вот, ну, у меня есть иногда перегибы. Я по поводу этого не скрываю, потому что я все-таки человек, у меня есть свои чувства. И когда я смотрю на все вот это вот, то, что происходит, иногда нервы все-таки гуляют. Не, Но тем не менее, послухай, Віталь, ты не павінен апраўдвацца. а Ты я не рабі тое, што оправдываюсь. ты лічыш патрэбным, потому што плён ад таго, што ты робіш, ёсць, і твой канал, напрыклад, для мяне з'яўляецца, блин, ну типа базой, да? Ну, как бы, як это, архівам, да? То есть то, што мне патрэбна, я амаль заўсёды магу знайсці у цябе, у ця за ўсе гады. Надо там какой-нибудь чалавек, які лідар наших дэмсілаў, или які там сябе таким, или такой, калі ласка, заходишь, все можна знайсці, ну калі што, так у цябе можна папрасіць, і ты мне ніколі не адмаўляеш, за гэта табе дзякую. Я табе адказаў на пытанне? Да, но структурированности не хватает только на моем канале, если в действительности. Вот, потому что иногда чё-то ногу сломит, это правда. Даже я иногда это. Вот, Сергей, как ты считаешь, почему вот ты вышел, да, то есть, и ты видел, что вообще творилось, да? Твоим каналом, в тот момент, когда ты сидел, пользовался Кабан, да? То есть, я не Ну, знаю, получал ли он за это средства, не получал ли он за это средства, но у меня есть вот вопрос, да, то есть я вот сейчас смотрю на канал Сергея Тихановского, судя по всему, он оттуда повыгонял там Токарчук и компанию, судя по тому, что говорила Токарчук в своем стриме. Вот. Как ты считаешь, что, люди, вот, которые пользуются чужим, достоянием, да, то есть, интеллектуальной собственностью, да, почему они, за все вот это вот время, я сейчас про канал Сергея Тихановского, не сделали ему какую-то подушку безопасности? Канал находился на грантах, и, соответственно, они просто использовали его, но, соответственно, никаких вообще ресурсов ему не оставили. И почему-то Сергей Тихановский должен собирать деньги на свою деятельность заново, а они его еще при этом и поливают лайном. Причем я подкрестливаю, я не отношусь сейчас к Сергею Тихановскому хорошо, просто я не понимаю вот того, что происходит на данный момент. ну, я думаю, што все ты понимаешь, все ты разумееш. І гэта вельмі слушнае пытанне, таму што я думаю, што на ягоным канале шмат людзей зарабіла шмат грошаў. І Віталь, я маю інфармацыю, што некаторыя людзі ў Вільні нават пастроілі дамы, купілі файныя машыны і строяць зараз баньку. Я не буду казаць, таму што няма даказухі, но ты прекрасна ведаеш, пра каго я кажу. Ну, Вот. я знаю, в Польше Мария Мороз это сделала Ну, две я не банки. буду называть прозвішаў, потому что нет, это не Марыя Мороз. Ну і не, Мгм. можа і Марыя Мороз таксама. Вось. Да, і ведаеш, прасіць Сергею грошы на абсталяванне ў гэтай сітуацыі, как ён робіць пасля столькіх, скажем так, памылак, якіх ён нарабіў, і прасіць на абсталяванне, калі ўсе людзі ведаюць, што гэты канал вельмі добра спансаваўся, ну гэта такі, ну, такое сабе. Ось. Ну і я табе скажу, што наконт Сергея, мне яго вельмі шкада, што яго просто так па жорсткаму выкарысталі. Можа, ты не памятаеш, была такая
спіч такі был на 25 траўня на канферэнцыі беларусаў света, да, калі там Коршунаў запытаўся у Ціхановскай, што вось там типа людзі палітвязні вяртаюцца, хочуць у тэму там сразу змагацца. Ён тады уже, наверное, кпіў, таму што ён разумеў. Але Ціхановская тогда сказала, што чалавек пасля турмы, і гэта ёсць у запісе ў мяне на стрыме, павінен адпачыць, аглядзецца па старанам. І з яе мужам, з первым джентльменам, здарылася все наадварот. То бок чалавек пачаў выйсця па выхадзе пасля такой цяжкай, з таким цяжкім бэкграундам турэмным. Ён вельмі шмат пацярпеў. Я думаю, что я и 10-й, и 20-й толікі не пацярпеў толькі як ён. Чалавек, да даже может и 100-й, тому што ён над ім так здзёкваліся, да? І вось ён выходзіць, і яны пачынаюць яго таскаць, і, конечно же, ён абсолютно не разумее, у якім ён свеце находится, дзе ён. А яму такие: давай. И вот эти все латушки, нет, не латушка, сорян, Лябедька там, что вы, он же пасля турмы апраўдвае ягоныя глупоты, якія ён кажа. Вось. І гэта, конечно, было на гэта шкада глядзець, а потым гэтага Лукашенко на кол, а потым с гэтымі правами, что, короче, это просто гамон, и вот они его просто слили в ноль. І знаешь, вось зараз нават я на яго гляжу і разумею, что гэта просто, не то, что там подбитый летчик, это просто, я не знаю, что яны, я думаю, что им только трэба Сярогу оставить там у Флориде, где яны там собираются жить, я так думаю, да? Там же во Флориде, где, знаешь, почему я так подумал? По нашей информации с ЧС, да. Справа ў тым, Віталь, что ён казаў, что да вы что, вот когда он говорит, да вы что, мы не собираемся тут жить, я тогда понял, да, вот как только он это сказал в своем стриме, я думаю, все, и тогда он как вот Лукашенко говорит, золото поставили, да, на заднем фоне, не будзе ніякай дэвальвацыі праз 3 дня, та-да, вось, і, конечно, да. Я просто адказаў на твоё пытанне, калі што удакладні, таму што я пасля цяжкага працоўнага дня, Віталь, я же крышу педалі і не заўсёды знаходжуся ў такой добрай умственной форме, понимаешь, да? Нет, Сергей, как отказал, так отказал. Это уже дело такое третье, да? То есть каждый Не, человек... я просто, может, ушел куда-то в экскурс и не вернулся к твоему пытанию, может, не отказал, разумеешь? Нет, почему? Ты на него отказал в самом начале. Просто потом ты начал развивать мысль. Так вот, следующий вопрос, который я тебе хочу задать. Сергей, как ты считаешь, почему так называемые наши демократические силы, да, то есть, я чуть-чуть офф-топик дам, то есть они называют себя демократическими силами, но они называют себя оппозицией, да, вот, фактически ничего не делают по теме политических заключенных. Они сосредоточились только на грантах и должностях. Вот как ты считаешь, как человек, вышедший из тюрьмы, видящий других людей, которые выходят из тюрьмы, достаточно ли они делают для наших политических заключенных? Потому что их каналы вещают, что Света делает очень много, она ездит и всем рассказывает, и это, больше, чем положено для белорусов. Слухай, ты задаешь такое пытанне уже с таким... На твой взгляд? Ведаючы, што я адкажу. Я табе скажу, што то, што я бачу наогул па дзейнасці дэмсілаў, да, я бачу, што мы просто згубілі 5 лет, і палітвязні тут не пры чым. Так, вось глядзі, яны зараз вот там Латушка, Светлана, Францыя, дайце візы, там, значыць, ладзяць у Варшаве акцыі, Шанвізі выкінуць з Германіі, у Літве ладзяць акцыі, малайцы. Візы, короче, во Вроцлаве немагчыма зрабіць дакументы. Зараз ставяць на паузу палякі беларусам
вот зараз усе чытаюць, што замарожваюць па статусу працу, да, і нельга будзе паскардзіцца. То есть до 24 сакавіка становіцца вся гэта міжнародная абарона на ноль. Ну, наколькі я разумею, можа я там нешта не так зразумеў. Я пра тое кажу, што нічога ввогуле не робіцца ввогуле, акрамя незразумелых, ну, напрыклад, типа праца каардынацыйнай рады. Вось я хочу звярнуць і твою увагу і нагадаць гледачам, што калі я шоў у гэтую каардынацыйную раду, я шоў менавіта, каб быць у відэагрупе, да? Бо мне там сказалі, будзе заробак 600-800 еўра. Ну, я думаю, ну, буду нешта рабіць там, ну, а што? Мне там старому чалавеку хопіць, да? Жывя в Катавіцы, снимать кватэру там і там вуз там не дуть, так скромненько себе жыць. Вось. І увесь час, значыць, гэты Артём і Беспалаў, ну, я контактаваў з Артёмом, з Беспалавым не буду там перабольшваць. Артём Шапаров. Шапаров, да. Ён казаў, што всё, а яны там працуюць без грошаў, там тое сёе. І ты ведаеш, я думаю, ну як так можа быць? Праз дзень выходзе, ну, перадача, відос, да? Понятно, что видосы у іх былі лайновыя у тым сэнсе, што было заявлено, что мы будем здымаць інтэрв'ю, мы будем размаўляць з шальцамі КГ, што яны думаюць пра, ну, што яны робяць, ну вось такое, так? А яны сталі просто тупо лупіць навіны нейкія. Вось. І я гляжу, праз дзень выходзіць выпуск, да? Значыць, праз дзень прыгажуня Данута Хлусня упрыгожваецца, выходзіць там з дэкальте, нешта вещает. Я ж понимаю, я-то понимаю, якая гэта праца. Так, зрабіць вось такой блок кавалак навін, это написать, снять, помонтовать. Ну как, я думаю, ну как так бесплатно? Ну я ж-то не дурны. Потым всплывае Смельніковая ситуация, вось гэтая, типа там были нейкія грошы. И ведаешь, меня вось гэта ну просто рубануло, потому что ты думаешь, блин, ну как так? Ну, ребята, вы же Беларусь головного мозга, вы же общество Гомель, вы же блогеры-воеры, вас не посадили. Вось, а вы как бы вось займаетесь такой вось фигней. И опять я недзе пошел у боку, нейкі экскурс. Прабач, вяртай меня до пытання. Ты запытаўся пра што? Пачакай, яшчэ раз дай пытанне, таму што я недзе ушел, таму што гэта меня вельмі тэма хвалявала, разумееш, потому что я не люблю вось гэтых падманов, і гэта показвае наколькі што яны нічога не зрабілі. Вось табе ўся праца, да? Вот эта координационная рада, надо поехать нам у Паре. Типа координационную раду признали у Польши, а потом оказывается, что Анжелика Мельникова шпионка, а Павел Латушка кажа, что это атака КДБ. И ты ведаешь, глядишь вось на это все, я думаю, что мы все 5 год было просрано. Ну, просто просрано, просто в никуда. И самое мое великое пытанне ввогуле, да, это а где были блогеры, а где были СМИ, когда Светлана приехала за мяжу, і калі вокруг яе з'явіліся ўсе гэтыя незразумелыя людзі, у тым ліку і Юлія Міцкевіч, якая там уже повестку замыліла на маргінез палітвязняў. Адкуль яны ўзяліся? Што рабілі СМІ? Як яны дапусцілі, што да ўлады, ну, умоўна кажучы, да ўлады прыйшлі, зноў жа, былыя чыноўнікі, послы равно КДБ, менты, и которые живуць стала на зарплату. Яны атрымоўваюць заробак штомесяц. То есть под іх утвараюцца ініцыятывы. Понимаешь? Вось. И то, что тычыцца палітвязняў, ну это вообще яны ім патрэбныя. Ну, это уже такая банальная рэч,
усе ведаюць для чаго, таму што тэма гэтая прадаецца, за гэтую тэму плацяць захад грошы, таму што ўсё іншае, вось глядзі, Трамп прызнаў Лукашенко прэзідэнтам, робіць з ім нейкія справы. Што? Гэта 5 лет барацьбы наших дэмсілаў з рэжымам, што Лукашенко праз 5 год прэзідэнт Амерыкі называе прэзідэнтам. Ну вось табе вынік, вось табе вынік. Все гэтыя і то, што вось для мяне гэта балючая тэма, што яны ўсё дайце візы, яны працуюць заместа беларускага МЗС. Беларусам трэба ездзіць па свету. Они не могуць выцягнуць чалавека палітзняволенага, даць ему візу, но зато мянты, чальцы выбарчых камісій ездзяць па Еўропе, яны ж вось для них і просяць. Італія, да? Германія по бізнесу, все ездзяць, лукашысты ездзяць, робяць связі, закупляюць у Германії абсталяванне, все у них там типа дайте візы. Вось. А палітвязням я, напрыклад, не чуў ні адной гісторыі, што как это была типа министрка адукации, которые там все ладили вывучение у замежных вузах. Шапыркина или как там ее? Ну, напомни мне, ну такая фамилия у нее такая тяжкая. Ну ты понял, да? Я понял, о ком ты говоришь, но я не помню вот, ее фамилию, потому что она очень редко где-то Вот, так везде вот, все вот эти прикорытные знакомые Тихановской, они, ну, многие, они учились там, учатся в университетах, поступают, да, но подождите, а где дети уязвимых групп? Где дети тех, кто за нашу революцию сидел в тюрьме? Потому что у меня там была такая в Вільнюсе не вельмі прыемная гісторыя, я чамусьці подумал, что люди хочуць мяне подставить. У іх была гісторыя, что вот с ихней дашкой, что они хотели, каб поступила, ходили к Тихановской, никуда она не поступила. Ну, и не Шапёркина, Щецова. Щецова, да. Да, вот. Цыганович сидит, джентльмен уже. Да, кстати, и вот смотри, да, опять же, Тихановские, его выкинули, как и всех, в Литву. Через, 2 недели или неделю он уже в Польше. То есть он уже в Польше. Через 5 минут ему сделали визу в Америку. Ну, ты понимаешь, подожди, а что у него? В золотой оправе челюсть, что ли, или что? Почему другие заключенные, политзаключенные и, кто приехал, почему им надо ждать год, а ему так быстро? Потому что он муж Тихановской. Ну так ты меня извини, так это не демократия нифига. Я что, сидел за то, чтобы Тихановский таким образом себя вел и показывал всем как плевок в лицо? Ну для меня это как бы вообще непонятно. То есть они тут построили свое лукашистскую твань, понимаешь? То есть у них все по блату, все нормально. Вот. И СМИ точно такие же. И я думаю, что да, вот у них один и остался как бы козырь там или выход, это палітзняволены. Это на чем яшчэ можно им подзаработать, попросить грантов. И я вельмі хочу, чтобы штосьці ў гэтым моманце у вачах Запада змянілася. Я для того и раблю и фильмы на ангельскую мову перекладаю, что Вот как раз, извини, Сергей, что перебью, вот как раз по этому поводу у меня следующий вопрос. Не кажется ли тебе, что вот из Тихановской превратился в имитацию политического центра, где все решает не народ, а узкий круг приближенных к Франку Вечерка и окружению? Ну, Виталик, ты вопросы задаешь, на которые я говорю, да. Я ж про это сам много раз сказал. То есть, это понятно, да, что имитация. И вось, да, и вось имитация, потому что Хорошо, окей. Хорошо, окей. Следующий вопрос, вот как раз там по поводу «Небеглых», да, Сергей написал, что Цыганович сидит, но в самом конце он написал, что он заморожен до марта 2026 года, то есть Сергей Небеглый. Это ситуация в Польше с тем, что рассмотрение вот этих вот да, вот то, документов что я говорил. заморозили.
Вот. Вот, почему, на твой взгляд, вот, те люди, которые называют себя лидерами оппозиции за границей, молчат, когда вот, Европа делает такие вещи для белорусов и не выступают против? И почему, белорусам это нравится? Ну, почему я так утверждаю? Потому что по большей части, хорошо, у нас с тобой на каналах сидит там, ну, 1%, не 1%, ну, наверное, 1% от тех людей, которые, уехали, как его, за рубеж. Остальные же, там рукоплещут, поездочкам офиса Светланы Тихановской. Но вот выходят вот такие новости, которые показывают, что политическая повестка, как бы она, прости за выражение, просрана. Вот как ты думаешь, почему, во-первых, они, не выступают против таких решений, а во-вторых, почему белорусы не задают вопросов? Но это не про нас с тобой, это про Ну, большинство. сложно сказаць пра большинство. Ты же сам ведаеш, што актыўных людзей заўсёды ў любом грамадстве 10%. Вось людзі, которые жывуць у эміграцыі, я думаю, што гэта вельмі такі цяжкі крыж. Блин, я вот, конечно, про себя говорю. Я не знаю, как себе ощущают более молодые люди, которым, в принципе, ну, блин, мне падаецца, что тут, калі ты вывучыш язык, ассимилируешься, или какая-то, чтобы диаспора была, тут, в принципе же, ну, магчымасцей значна больш. Вось. Не ведаю я, чаму пытанняў не задаюць беларусы, не ведаю. Я думаю, что мы просто, ну, магчыма, мы такія людзі. Магчыма, мы такія людзі. А то, што гэтаму ніяк не супраціўляюцца нашы типа лідары, я думаю, па-першае, што ім усё ну, да дупы. Ну, таму што іх свая павестка, ім гэта не цікава. А па-другое, панімаеш, мне падаецца, што магчыма, іх як бы і не ўспрымаюць усур'ёз. У меня вельмі вялікае пытанне. Напрыклад, Европа, да, еўрапейскія партнёры так званыя, яны не могуць не бачыць, што нашы дымсілы бяруць гранты і проста іх профукваюць ні во што, просто іх піляць. І я думаю, чамусьці я ў гэтым упэўнены, што яны, западныя краіны, западныя фонды ці што, яны просто з імі ў змове. Яны разам гэта робяць, я так думаю. Ну тому что, ну так не может быть. То бок мы вам даем столько-то, столько-то грошай, а где вынік? А вынік просты, яны просто грамотна распісваюць гэты грант на всякую херню. Ось, напрыклад, мне незразумела, навошта столькі каналаў у тиктоку. Беларускамоўныя, какие-то культурацкія, нафига, вы дапамаглі палізняволеным? І тут же, ну, ладно палізняволеным, а которые, ну, тоже, просто меня заўсёды, как бы, типа, вінавацяць, вось ты все палітвязень, дзеліш там людзей на непалітвязней, а вот інваліды, а хворыя людзі. Ну я не дзелю, просто што, ведаеш, я да гэтай катэгорыі належу, і таму я так больш выступаю. А вось такім людзям, ну, як дапамагчы? Ім С 2020 года, нет, с 2021 года я постоянно поднимал тему по поводу того, что у нас за все время не было сделано ничего для наших пенсионеров, которые уехали за рубеж, и там, грубо говоря, есть даже люди, которым по 80 лет, которые работают ну, в очень тяжелых условиях, и для них не было сделано никакой подушки безопасности. В этот же момент за все эти годы не было ничего для этого сделано. Но, Сергей, вот ты затронул эту тему про гранты. Я хочу спросить, можно ли считать оппозицию реальной, если она получает финансирование от тех же структур, которые подпитывают Лукашенко? То есть, ну, скажем так, вот ты поднимал тему по поводу Мошенского, да, то есть вот если ты вспомнишь еще Апсель, вот этот вот, Апсис, да, Эдуард Апсис. который, да-да-да, который спонсировал Байсол, да, то есть и вот такие случаи, как бы, они бывали, и они были, ну, как бы,
на виду. Это те только, о которых знают, а их еще, тех, которых не знают, конечно же, еще много. Так вот, можно ли считать оппозицию реальной, если она получает средства от таких структур? Ну, мы ж з тобой уже как бы прыйшлі да высновы, і так яно і есть, што апазіцыі насамрэч няма. Ну, па вялікаму рахунку я маю пад увагай дымсілы, якія сябе як бы дэкларуюць лідарамі беларусаў замежжа. Это не апазіцыя. Вось. І пра то, што я лічу такія рэчы непрымальнымі. Непрымальнымі. То бок браць грошы, это падачка ад этого апсета. Ну, зноў жа, той же самы Байсол, ну, бачыш, як оно все вылазіць наружу с этим Костик Жуковскі, што пра яго распавёў. Я думаю, што шмат он просто непрыстойны чалавек, і бачыш, і непрыстойныя людзі, яны нейкім чынам так робяць, што яны значыцца на якія-то становятся таксама стараюць фонды потоки на финансовых потоках, то бок вообще тут же мне не лезе в голову, как бы, э, блин, зять этого Баклагина занимается байхелпом, и вообще непонятно. То есть, блин, мне этот Азаров, все вельмі сумневно. И просто вось я хотел у тебе запытаться, ты мне не адказаў, як так здарылася, калі яны все тут все гэта окупавалі, дзе былі СМИ, ты мне вось не адказаў, дзе былі блогеры, дзе был Шапаров, дзе был Бяспалов, один вось толькі этот Колька краснорылы отбивался там, ты мне скидывал то, что он там про латушка казаў, а где все А, были? Беспалов, это был один из тех людей, которые основали как раз Инфопоинт. Но он был один из основателей этого Инфопоинта. Где-то у меня есть видео, где он по поводу этого как бы сознается. То есть, поэтому где он был? Как раз он был один из тех людей, которые вместе с Франком Вечерко и это, все вот это вот инфополе и захватывают. Так вот, в 2020 году, когда Тихановская с помощью генерала Павлюченко уехала в Литву, когда ей Лукашенко передал 15 тысяч долларов, она первым делом что сделала? Она избавилась от всей своей команды, вместе с которой она прошла вот эти вот выборные процессы. В ее команде осталась только одна Мария Мороз, вместе с которой генерал Павлюченко и отправил ее. Генерал Павлюченко – это ОАЦ. С другой же стороны, со стороны Литвы, ее встречали такие люди, как Франк Печорка. Чем занимается Павлюченко? Павлюченко занимается тем, что регулирует повестку в государственных СМИ, блогерах и так далее и тому подобное. С другой стороны, со стороны Литвы, да, то есть со стороны там еще США, Госдепа, приехал такой человек, как Франк Печорка, который занимается тем же самым, чем и вот этот Павлюченко, да, то есть получается что? Что, этот, как его, с другой стороны, прямо сразу же после того, как Светлана Тихановская уехала в Литву к своим детям, кстати, которых она отправила в июле месяце 2020 года уже в Литву, заранее в Литву, зная, что она поедет именно в Литву, Мария Мороз делала визу себе в Литву, и ты можешь посмотреть в интернете, есть, что ее задерживали прямо на пороге литовского это, как его, консульства, да, вот, то есть они готовились еще с июля месяца к переезду в Литву, куда их отправил Павлюченко. А с другой стороны, точно такой же уацовский представитель, блин, в виде, ну, как я считаю, уацовский представитель, Франк Печорка их встретил. Сам же Франк Вечерко, это открытая информация, тоже можно найти в интернете, обучался вместе с, ну, то есть в США вместе с агентом ФСБ, вот, за одной партой сидя. Причем он еще и к ней приставал. Есть нашумевшая статья по этому поводу и отбрехивание Франка Вечерка. Так вот, на тот момент, грубо говоря, был создан кокон, через который не пропускали никого. А бывшую команду, которая работала как волонтеры и скажем так, ну, на своем вот этом вот внутренней энергии, на внутреннем
двигатели, да, они ее просто уничтожили, извели и сделали так, чтобы она рядом не находилась. Окей, Кстати, в СМИ, этом, СМИ, СМИ, кстати, Виталий, СМИ. в Меня этом, в интересует СМИ. этом, в этом участвовал, кстати, и Шапоров, и все остальные. Они в это время рулили повесткой. Шапоров на тот момент работал в нефти, и они занимались тем, что людей доставали на улице и светили перед камерами, перед режимом Лукашенко. Поэтому что здесь удивительного? То есть они набивали количество политических заключенных в Беларуси, а потом поддерживали цифру в 1300 постоянно политических заключенных. Ни больше, ни меньше. Ну, подожди, то есть получается, что ни Белсат, ни наша Нива не делали аналитики, почему возле Светы Сахащик, десантник-строитель, почему там Азаров, полковник, почему там вообще, ну, вообще непонятно что, там же просто как, какой-то, ну, как по мне, это просто худшие люди, ну, Как которые раз, только могут быть. как раз это делал я, но в этот же момент меня пытались маргинализировать, сделать там чуть ли не сумасшедшим и так далее и тому подобное, потому что вот да, тут даже до смешного доходило. То есть за Сахащика, за русского вот этого вот офицера, да, русско-паспортного, который строил институт ФСБ в Калининграде, защищал его Зенон Поздняк. Ты представляешь? У меня конфликт с Зеноном Поздняком случился именно на эту тему, потому что Сахащик выступал за него, а также Сахачик защищал Азарова, план Перемога, в него вступать люди, да, Зенон призывал и так далее и тому подобное. То есть а, тут просто не представляешь, какая клака. Вроде как кажется, что там Зенон против там кого-то из них, но по итогу, как оказалось, они все в одной какой-то упряжке, блин, сидят. Давай не будем Вот. трогать Зенона. Зенон это святое. Слухай, так получается, что я подточняю, что СМИ, Белсат, Наша Нива, блогеры, они все, ну, ничего не анализировали, просто говорили, да, вот типа наши лидеры, то есть не делали ни анализ, ни пытания не задавали. Ну, Так, понимаешь, да, то есть а, Света говорит, вот у меня там, вот я бачу видос, где Светлана говорит, я назначаю там, например, Сахащика, то вот там-то, Латуска там. Так а кто они? Ну, это же элементарное пытание, подождите. Вот если бы я был, как я думаю, блогером, подождите, так Латушка же, он 25 лет отслужил Лукашенко, как он может быть, ну простите, как-то что-то не клеится у меня. А чем он себе зарекомендовал? То, что, а что, он был на протестах, и он был на улицах разом с людьми? Нет, а тогда ад чаму? Ну, разумеешь, про что я кажу, так? Ну, вельмі так, шмат пытанняў і, блин, ну, я вось себе задаю пытанне. То есть яны просто дэкларавалі, гэта нашыя лідары і нічога не капались, не спрашивали. Ну так я разумею. так, яны нічога не спрашивалі. Я хочу адказаць Тамашевічу. Тамашевіч, я ведаю беларускую мову і на ёй размаўляю нават лепей, чым некаторыя беларусы. Але ж я свае этэры веду на расейскай. Гэта мой выбар і мой шлях. А калі ты не ведаеш, што я ведаю беларускую мову, тады ідзі лесам і ў дупу. Вот і ўсё. Не, ну Да навошта ты пабачення. так? Ну навошта ты так? Ну Ну, я так не потому Вяталий. что Ну мы ж с я, тобой как я, бы потому интеллигентные вядушыя. Ну навошта ты Потому пасылаць у душу? что потому что пренижение Віталька, так и не вывучыў беларускую мову, это хлусня. Ну, у меня а, э, вот эту Слухай, Виталий, хлусню яе распаўсюджваюць той же самы Франак Вячорка і гэтыя брудныя людзі. слухай, Вяталя, я Вот. табе знаю, што скажу. Гэты чалавек, ён робіць актыўнасць на тваім канале. Гэта вельмі добра. Ён же не абражае цябе, не называе там ніяк. Ну, ён Не, так думае. меня ображает то, что хотя в 2021 годзе мабыць я не мог звязаць двух слоў на беларускай мове, але ж я ее ведаю дасканала і гэты чалавек ён просто хлусіць.
Ну, Слухай, плюс. да мне ўвогуле Вот ўсё и роўна, все. ведаеш ты мову или не. Мова не з'яўляецца для мяне ніякім паказчыкам. Мова гэта інструмент стасункаў. Я абрал беларускую мову, мне так падабаецца. Я могу по-русски разговаривать, но мне падабаецца беларуская. Я не бачу ніякіх ну, ніякіх перашкод, с кем со мной хотят по-русски говорить, я перейду на русскую без проблем. Ладно, слушай, это понятно. Мы с тобой как бы токсики, понятно. Но што рабіць далей, Віталя, што нас чакае наперадзе? Мне гэта вельмі трудна агорнуць сваім мозгам, не вельмі разумным, я так думаю, но мне просто незразумела, што рабіць, как я не хочу казаць аб'яднаць людзей, тому что гэта ну такое слово просто галімае, да? Но все ж таки, калі мы тут застаемся за мяжой, а я думаю, что мы застаемся тут за мяжой на шмат год, то трэба неяк жыць. І то, што я табе хацеў раней крышачку сказаць, ды забыў, што Святлана і у яе атачэння яны, і як мне падаецца, магчыма наўмысна, яны нічога не зрабілі для таго, каб аб'яднаць дыаспары, каб дыаспары сталі моцнымі. Што такое моцныя дыаспары? Моцныя дыаспары, ну, па прыкладу яўрэяў, па прыкладу армян, украінцаў, яны маюць уплыў на палітыку тых краін, дзе яны жывуць. Яны праходзяць там у нейкія выбарчыя органы ўлады. Ну, ты разумееш, пра што я кажу? Што яны прымаюць удзел у жыцці краіны, дзе яны жывуць. А ў нас з гэтым, ну, наколькі я бачу, нічога не зроблена. І яскравы прымер, калі, напрыклад, Пал Палыч прыехаў ва Вроцлаў, яны далі афішку, ну, типа беларусы Вроцлава, што Павел Латушка прыехаў. Далі ў 5 гадзін, а ён прыехаў, типа, усім у іх была сустрэча, і там было 5 чалавек. Вось. Ну, разумееш, пра што я кажу. І гэта таксама страшаны час. Што нам рабіць? Як нам зрабіць сваё жыццё? Як нам... Вот зараз, напрыклад, робяць... Ты ў курсе? Не ў курсе? Карацей, прэзідэнт Польшчы, законна ізбраны Навроцкі, ён прапіхвае законапраект, прасоўвае, прабачце, можа, там не вельмі такое карэктнае слово, которое утрудняе жыццё беларусаў ва Польшы. То бок, там хочуць павялічыць тэрмін атрымання грамадзянства польскага, ну, істотна, понимаешь? І ну, зноў жа, гэта зноў жа поспехі Светланы Ціхановскай, да, і яе кабінета. Ось как к этому супрацьстаяць? Там можна ў Польшы, знаеш, што ў Польшы можна на гэта ўплываць сваімі, запаўняючы анкету. Есть такой профіль зауфаны, ведаеш, што такое? То бок ты дапамозе гэтага кантактуеш з дзяржаўнымі органамі. І ты можаш пісаць: мне не падабаецца гэты закон таму-то, таму-то і таму-то. Ну, там ёсць пытанні такія вельмі простыя. Самае галоўнае зрабіць профіль зауфаны, і таму я ўсіх беларусаў, карыстаючыся эфірам, Віталій, нічого, я прашу, што заходзьце на сайт, глядзіце гэты закон. Блин, у меня там есть посылки на его на моем канале, и пишите, что свое ставленне, потому что ну, яны павялічаць срок і будзе таксама не вельмі добра, потому что наши лідеры, яны себе все зрабілі, яны себе все, яны, бачыце, все во Флориду збіраюцца, а астатнім тут нормально паатрымоўвалі польскія грамадзянства. Верамейчык поехал у турму, потому что не хотел сидеть у гэтым лагеры, его во Вьетнаме взяли, а у іх по некалькі грамадзянстваў ёсць, той же там Алины Коўшык, там и у папы у яе зрабіла, все как бы у іх нормально. И я просто вельмі переживаю за простых людей, якія тут хочуць застацца, і праз сваю ляноту, простое, чым больше там напісаць адмоўных ну, незгод з гэтым законам, яны гэта прымаюць да ўвагі. Разумееце, Польша гэта все ж таки, пускай яна і постсавецкая, але тут законы больш-менш працуюць і людзей слухаюць. Віталя, я все сказал. Тут пытался человек... Я только что добавил ссылку на твой телеграм-канал в описании стрима. Ребята, те, кто хочет вот подписаться под это, вы можете зайти. И вот то, что Сергей Петрухин объяснил, у него на телеграм-канале есть там ссылка, вы можете Ну, я плохо объяснил. невзгоды свои. Ну,
как бы у меня на подписывал. тэлеграме, я не памятаю зараз, можа і няма, ну я просто пра гэта казал у сваім эфіры у апошнім, і карацей я ёсць час до 30 кастрычніка туды пісаць, но трэба зрабіць профіль зауфаных, гэта такое самае складанае, но насамрэч гэта, ну, 20 хвілін працы сесть і зрабіць, і все, і можна будзе подписывать любые документы, которые в Но в дзяржаўных любом органах. случае я на телеграм-канал дал ссылку, там можно посмотреть эфиры, под эфиром будет Да. ссылка на Так вот эту вот. слухай, так давай, ты мне не адказаў на пытанне, што трэба рабіць, как нам жыць за мяжой, как нам жыць нашай супольнасцю беларускай за мяжой, каб людзі, которые прыязджаюць, каб яны не былі кінутыя, каб яны не памжывалі, каб тут памагаць адно Сергей, аднаму. ответ очень простой. В действительности у нас были очень сильные диаспоры на момент начала 2020 года. Они консолидировались и даже помогали белорусам. И, ну, то есть очень многим белорусам эти диаспоры помогли. Но они были уничтожены, потому что часть из них не были подвластны офису Светланы Тихановской, а потом все это дело превратилось путем, скажем так, а, того, что туда были поставлены во главе там, свои, скажем так, личности, да, от офиса Светланы Тихановской просто в, скажем так, такой поток перекачивания денег. Вот. Для того, чтобы первоначально что-то организовывать, ну, то есть нам, если мы сегодня вот начнем что-то организовывать, нам будут вставлять палки в колеса. И тут самая большая проблема в том, что нам будут вставлять палки в колеса не только те люди, которые из офиса Тихановской, также будут вставлять те люди, которые находились в диаспоре. Ну, то есть причина очень простая, потому что половина из этих людей виновники того, что произошло с тем, что СМИ захватили и так далее и тому подобное, потому что они своей слепой верой делали это. И вот, допустим, тебе вот то же самое, как Томашевич. Томашевич, я его знаю лично, я ему здесь помогал, в том числе в Украине, когда они бежали вместе с Аленой Васильевой. И вот он приходит и начинает говном кидать того, чтобы даже сказать просто там спасибо, либо еще что-то. Он это делает. Почему? Потому что вот я годный, потому что я буду размаўляць на беларускай мове. Неважно, на якой мове ты размаўляешь. Главное человеком оставаться. Если человек не остается человеком, тут уже ничего не сделаешь с этим. Поэтому к чему я это веду? К тому, что наши белорусы очень привыкли к тому, что ну, то есть сидеть на канапе и ничего делать, но при этом, блин, всех критиковать. Так вот, я, допустим, сейчас много кому помогаю. Имеется в виду, я помогаю там и ВСУ и так далее и тому подобное. Это путь к тому, чтобы белорусов признавали в Украине. Вот. И этим занимаюсь не я один, этим занимаются многие люди, какие вот, то есть волонтерские движения и так далее и тому подобное. В итоге связи организовываются сами по себе. Понимаешь? И ну, то есть можно гавнять, на якой мове человек Да размаўляет, что ты да, прычапіўся до гэтай можно. мовы, ну. Да, потому что это, ну, вот история про то, что у нас белорусы очень часто именно этим и занимаются. А можно что-то делать. И вот что-то делать, это значит, ну, белорусы должны научиться как бы решать свои вопросы сами. И либо делать, либо назначать того человека, который в определенной местности будет за них решать эти вопросы, но при этом они не должны находиться ну, на канапе, когда этот человек за них решит эти вопросы. Они должны спонсировать действия этого человека, который будет за них решать вопросы, который будет С бегать по инстанциям и так далее и слушай тому подобное слушай за них. слушай, вот Но, смотри, но у как нас только же половина людей не хотят этого делать. Слушай, не-не-не-не-не, смотри, я тебе скажу, что спонсировать того, кто будет бегать, это все правильно, но ты же бачыш, як моцна подорвали всю гэтую солидарность, я тебе скажу, что я нават не могу ввогуле никому там про гэта нават и нагадывать, потому что калі люди кажут, что там, ну, калі ты там попросишь грошаў, все, для мяне гэта, ну, просто я не могу гэта
ввогуле зрабіць, понимаешь, потому что все настолькі убіта нашим гэтым движам, і беларусы, дзякуй Бога, что беларусы, нізкі ім паклон, дапамагаюць зборам на байсоле тым, хто прыязджае, ну у тым ліку там і мяне, і яны ўвесь час сабіраюць гэтыя грошы, і гэтыя грошы даюць, я так думаю, што место тых, которые выдае запад, разумееш, запад дае на палітвязняў, а яны людскімі сабіраюць і людскія грошы аддаюць. Так что людзі у нас хорошие. Ну, карацей, складаная гэтая тэма, і на нізовым уровні дапамагаць, как бы да, тому что я заўсёды таксама гатоў любому дапамагчы, заўсёды там перанашаваць, міска супа там туды-сюды, гэта да. Но ўвогуле, як ввогуле ты видишь будучыню, ты можешь мне ў 2 секундах сказаць, чтобы ну не раз гэта не раз У нас в ближайшее время, скажем так, мы не сможем вернуться домой, потому что это а, на, известно. на данный момент у нас получается такая ситуация. Если ты начинаешь какую-то инициативу, либо ты начинаешь говорить правду, то тебя еще пытаются закидать тапками. И, на жаль, это происходит не только со стороны офиса Светланы Тихановской, это происходит еще и со стороны обычных белорусов. Пока белорусы не политизируются, мы в Беларусь не вернемся. Но наше сейчас действия, которые ну, то есть я вижу, да, то есть надо политизировать людей до того уровня, чтобы они понимали, что в следующий раз, когда произойдет вот такая вот ситуация, а судя по истории Беларуси, она происходит примерно раз в 10-12 лет, то есть происходит большой выход народа, да, вот, те люди, которые сливали каждый раз протесты, не дорвались в очередной раз до того, чтобы слить их в очередной раз. Потому что если ты начнешь копаться в истории, то ты узнаешь, что в 2010 году тот же самый Добровольский точно так же руководил сливом протеста. В 98 году тот же самый Франк Вечерка, точнее не Франк Вечерка, а Винцев Вечерка, да, его отец руководил сливом протеста и так далее. И Добровольский, и Лебедько, и все одни и те же фамилии. Так вот, наша ситуация, наша задача сделать так, чтобы в следующий раз, когда вот это произойдет, люди были политически уже более-менее грамотные за счет того, что мы будем говорить правду им, и они будут на этом как бы учиться. Вот, если мы все это дело кидаем, то они в следующий раз, ну, грубо говоря, в очередной раз плюнут на вот эту удочку. Наша задача сделать так, чтобы при следующем выходе, ну, свержение Лукашенко все-таки произошло, и к власти не дорвались те люди, которые сольют это свержение. Ну что, будем заканчивать, Виталий, или як? Ну, я думаю, что да, уже пора. Мы уже час в эфире. Я думаю, что это не последний наш с тобой эфир. Вот. Жду приглашения к себе на канал. Вот. А там посмотрим. На Вот. пытанне на Ты пытанне хочешь? на пытанні будзеш адказваць, будзем адказваць на пытанне. Конечно, конечно, Ну, давай будем. тогда пробежимся по А, пытанням. Слушай, Виталий, я тебя попрошу гэты эфир, у тебя же там есть функция скачать на компьютер, а потым мне его да, прышлеш. конечно. Все, і потім туди Да. скачай, Тут, потім мені прийшлеш. Окей, дякую, тут, я у тебя розміщу. тут пытание Спирит прислал. Светка Здрадник. Что-что? Спирит прислал пытание. Светка Здрадник. На мой Светка. погляд, ну ладно, если так, на мой погляд, что, ну, я думаю, что так. Мгм. Вельмі А, цьмяная яна, вельмі цьмяная, незразумелая. Яе палітыка, которую яна праводзіць у дачыненні там, то, што яна тада прысягу не прыняла, і то, што яна што-то ходзіць муціць, то, што дыаспоры не ствараюцца, тое, што ну, я просто не бачу за 5 год ніякіх вынікаў, акрамя барацьбы і распілу грошаў. Ну, можа, я просто сляпы, можа, таму што можа, вы мне прыклады падкінеце, я б з задавальненнем бы іх паглядзеў і сказал бы: да, я не бачыў, прабачце мяне. Нам. мгм.
Ребята, так, задавайте свои вопросы, подавайте трансляции, кто самый вредный из офиса. Но, ребят, нормальные вопросы А, задавайте, кстати, там потому что был, в основном Виталик, там был, ребята извини, что тебя писали перебиваю, комментарии. там был нормальный вопрос про YouTube и про донаты, и про проценты, которые он себе берет. YouTube себе берет 30%. Это Да, дофига. Ну, просто чтобы вы знали. да. Поэтому лучше всего, если донатить, то донатить на PayPal, либо другие эти площадки. Но я тебе, Сереж, тоже расскажу здесь маленькую историю. Есть подводный камень того, что YouTube — это все-таки платформа, которая зарабатывает деньги. Идут донаты через канал, с более, скажем так, охотой раскручивать канал. Ну, то есть получается, что В этом весь прикол. это идет Чем оплата как бы трафика твоего, чтобы тебя закидывали в типа, ну, смотрите, вот там типа рекомендации, то есть Да, хорошо. Ну, да. тогда скажи, чтобы твои зрители подписывались на мой канал, а я на Да, твой. конечно же. Да. Я И, в описании к стриму оставил ссылку на телеграм-канал Сергея, где вы можете зайти и на его YouTube-канал и подписаться. Вот. И не забывайте по поводу этой возможности. Там Сергей тоже точно так же, как и я, занимается тем, что подсвечивает тараканов, которые разбегаются от света фонарика. Вот. И что у нас еще тут? Что-то написали. Так, почему? Так, Небеглый пишет, почему на телегах Тихой и Латухи только положительные смайлы? Как считаешь? ну насамрэч, ну, пытанне такое. Ну, вот цікавае пытанне. Так Карчук приглашать на стрим будешь? Слухай, а ты можешь ее запросить? О, давай я ее запрошу, хочешь? На стрим, ну, у меня нету ее сейчас контакта. Дело в том, Ну, что слушай, очень что ты интересная дурачка включаешь? Ну, Виталя, ну контакта у тебя нету. Ну, что ты как маленький? Я нету. тебе пришлю контакты. Что ты это? Ну, ну, ты ж молодой хлопец, что ты не знаешь, как контакты Да брать? нет, честно говоря, я тебе честно скажу, я не искал ее контакта. Давай так. Хорошо, ладно, Потому слухай, что, давай я тебе задам питание. Кого б ты хотел да. бы запросить до себе на стрим? Просто, знаешь, А, мне прийшов в голову запрашать на стрим усіх усіх. Ну, так, понимаешь, в чем проблема? В том, что они не придут на чужие стримы. ну и Они, что? Ну, боятся этого. пускай В запрошаюсь на в свой. Они боятся. Они и на свой не запросят, потому что они боятся. У них, история про то, что они просто вот, патологически боятся находиться на чужих стримах. Потому что, да, они не знают, они не могут отвечать на те вопросы, которые не подготовлены. Потому что они вечно врут, и в рамках одного стрима, вот я, вчера в шортсах показал, как Токарчук в рамках одного стрима врет. То есть, допустим, что она там не сидит на грантах, но при этом получает деньги от других людей на "Стране для жизни", да, то есть и так далее Ага. и тому подобное. Они, в рамках одного эфира могут по 10 раз соврать. Ну, хорошо, давай так, у тебя либо у меня на эфире они, если так начнут, петлять, мы же ж им насуем. Ну, Не, ну реально. слушай, зачем ты говоришь насуем? Мне ж нет цели насувать, у меня цель поразмаўляць. У меня вось, напрыклад, я ўчора глядзеў стрым на свабодзе з Ягоравым, і ён шмат чаго нагаварыў, а паколькі я рабіў праверку справаздач стрыжака, у меня да яго маса пытанняў, таму што ён нагаварыў таго, што няма ў справаздачах, і я б з ім проста паразмаўляў. Можа, я памыляюся, понимаешь? Можа, чалавек, калі стрыжак сыдзе, внесе яснасць у карціну, потому что зараз калі гэтага папа яшчэ туда назначылі, потым яшчэ адзін поп вылез, кухта і начаў там казаць, что там, ну, понимаешь, да, то бок давер, как бы, ну, на мой погляд, как бы падае да гэтага. Літоўца прызначылі кіраваць фондам, прычым ты же ведаеш, што фонд гэта уласная уласнасць стрыжака, ён яго стварыў.
як яго оттуда прибрать? Это то же Да, самое просто, что отдать ключи от канала YouTube Нате, и тут тогда да, ты слышал. тут интереснее ситуация. Этот поп РПЦшный, он до 2022 года был в РПЦ, и Кухта был в РПЦ. То есть сейчас, Байсолом, правят 2 РПЦшных попа. Ну, понятно. Доброе. А вот вопрос. Нет, просто ты пойми, РПЦ, оно связано в основном, ну, то есть люди связывают его с ФСБ, да, и люди досылают туда донаты, а потом, блин, их будут задерживать. И вот вопрос, блин, как это вообще и для наших всех СМИ, блогеров это зашибись, это классно. Вот меня просто это. То есть у нас с тобой столько еще там нераскрытых тем, это про поводу там, гаюнов, шмаюнов и так далее и тому подобное. Но вот это вот каждый раз одно и то же. Они что-то создают, либо что-то делают, причем открыто, идет сбор данных, потом сливают людей, а люди все равно несут им бабло, блин. Типа, блин, ну нате, блин, получайте. И мне это бабло не надо. Ну, блин, если бы оно доходило хотя бы до наших политических вот этих вот беженцев и так далее и тому подобное, то фиг бы с ним. А так, да, они вот, выбирают себе там, из тех, которые приехали, самых раскрученных. Их деньгами напичкивают, там 10-20 тысяч дадут, да, чтобы те это, как его, посветили лицом. А потом, это, их сливают. Ну, то есть, ну, сливают, они больше никому не нужны становятся. Через месяц, через 2, все. Ну, а обычные люди, тоннами бегут, и, вот я тебе скажу, что я десятки людей им помогал, как бы, сбежать. Есть многие люди, которые помогали, вне зависимости там от байсолов, байхелпов, и все это делалось бесплатно. А те же ж еще умудряются и на этом деньги зарабатывать. Я вообще не понимаю. То есть, рассказывая про солидарность, ребят, где солидарность? Солидарность — это вот, у обычных людей друг с другом. Но через фонды ну, то есть, грубо говоря, за то, что, Байсол, за то, что они через платформу, фандрайзинга собирают деньги на кого-то, себе там требуют 10, 15, 20%, там выбрать можно просто, Ну, они понимаешь? говорят по умолчанию. Ну да, да, там много вопросов. Слухай, Віталік, можна я Ну адкажу на апошняе пытанне і да, сапраўды уже мы 62 хвіліны. Я думаю, что да-да-да, это твой, конечно, эфир, но я думаю, как бы, ну, за дофига 60 минут. ну. Вот пытаются видео 2 от Суворова из США будет. Яна сказала, что не будет, і магчыма, что яны з ёй паразмаўлялі, і яна не будзе просто яшчэ і з гэтай нагоды рабіць, таму што і так у мяне на Фейсбуке было 50 тысячаў праглядаў, а там яшчэ ў іншых там крыніцах. Так што, сябры, дзякуй за ўвагу, жыве Беларусь Жыве вечна і, слава Украине. і Боже храняй Амерыку. І нех Всем жыве Польска. всем пока. Да пабачэння, дзякуй за ўвагу.